в прямом эфире новостя. На микрофон любуется Макар Марковкин и Степан Сундуков. Здрасте. Никому ни за что не мстя, передаем последние новости. Российские новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития представить до 1 сентября предложение по поэтапному увеличению к 2020 году минимального размера уплаты труда. Может, не надо, а то граждане начнут всякие глупости думать. Это какие? Ну, типа, правительству не все равно, правительство заботится о населении. Ранее, 30 марта, в Госдуму был внесен законопроект о повышении МРОТ на 21%. Повышение МРОТ на 21% в течение 4 лет? Ну, вот все и встало на свои места. Предложения должны быть представлены с учетом принятого решения об увеличении с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда до 7500 рублей. Внимание, сарказм. С таким МРОТом скоро заживем, ежели доживем. Зарубежные новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что ему нужно 8 лет для решения проблемы государственного долга США. Да пусть хоть 10, лишь бы это наконец-то стало проблемой для США. Трамп отметил, что в первые 100 дней на посту президента он снизит налоги и пересмотрит условия заключения торговых сделок и военных соглашений, включая роль США в НАТО. Ну, хоть что-то будет отвлекать президента США от распространения демократии по всему миру. Также кандидат в президенты добавил, что хочет добиться у президента России Владимира Путина уважения к США. Так это проще пареной репы. Надо просто не вмешиваться в его дела. Вдруг озарение сошло на Трампа кандидата. И чтобы в гонке победить, быть адекватным надо. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.